техники, самолеты, танки, машины. Заехали в Алмату, через Алмату по Казахстану, в Кокчетар нас завезли. На генеральной репетиции сегодня не профессиональные актеры, а простые любители, которые вызвались сыграть в миниатюрах. Композиция посвящена трагедии 23 февраля 1944 года. Сценки построены на отрывках из произведений ингушских писателей Исы Кадзоева, Саида Чакиева, Джамалдина Яндиева и рассказах очевидцев депортации. «Я тем февралем навсегда обожжен» строки из стихотворения писателя Якуба Гагиева послужили названием сценической композиции. Я играла девочку, которые выселяли в Казахстан. Мне понравилось играть. Я буду еще сюда ходить, гулять себе, рассматривать картины. Да если нам не дали, даже забрали то, что на столе было. Скотину тоже забрали. Толком собраться нам не позволили. Написать сценарий композиции вызвалась Елена Гилева, преподаватель ГИТИСа. Она же подбирала и готовила актеров к постановке. За плечами у Елены актерский опыт. Сегодня на сценической площадке она не только в качестве режиссера. Елена играет роль героини романа Исы Кадзоева «Обвал», которая затронула струны ее души. Я когда писала сценарий, я подумала о том, что я хочу исполнить роль Анны Левенцовой. Это героиня романа «Обвал» Исы Кадзоева. На самом деле это моя любимая героиня из этого романа, потому что у меня почему-то есть ассоциация себя с ней. Я часто приезжаю в Ингушетию, я люблю ингушей, и здесь чувствую себя очень хорошо. И она тоже приняла вот ингушскую ментальность и вошла как бы в ингушское сообщество. В сценической композиции примут участие 5 актеров. На площадке будут использовать 2 деревянные стремянки и 4 табуретки. Сценические костюмы будут исключительно черного цвета. Подготовка к мероприятию началась в конце прошлого месяца. Очень многие отказывались как актеры. У некоторых получалось, не получалось. Но это процесс, это рабочий процесс. Мы его прошли. И, слава Всевышнему, сегодня мы уже сформировали группу. Также директор музея отметил важность проведения таких мероприятий для подрастающего поколения, чтобы помнить, как наши предки достойно прошли все испытания и, вопреки всему, сохранили нас как народ, наши традиции и обычаи. Наша задача, конечно, стоит в том, чтобы сохранить эту историю для подрастающего поколения, чтобы мы не забывали те страшные страницы, которые были написаны февралем 1944 года. Ну и, конечно, чтобы подобное нашей истории, нашего народа, в жизни нашего народа больше не повторялось. Сегодня я не послушаю себя. Мы вместе прожили 41 год, и я ни разу не возразила тебе. Сегодня не говори мне то, чего я не смогу сделать. Премьеру сценической композиции «Я тем февралем навсегда обожжен» зрители увидят уже завтра. Все желающие могут бесплатно посетить мероприятие, насладиться игрой актеров, а атмосфера